От всеми любимых перепечей и табаней до забытых юачи и джожона. В деревне Старые Быги прошел гастрономический фестиваль финно-угорской кухни «Бык-бык». Мы решили попробовать максимум вкусностей, и первым блюдом стал хворост. Очень хрустящий и в то же время мягкий. Рецептом поделилась пара из Шарканского района. Ну, он готовится из яиц. Чем больше яиц, тем больше будет гора хвороста. И добавляется, кто-то только делает с этим, с солью, кто-то с песком. А я, например, сюда и соль, и песок добавила. Но потом еще можно потом сварить в масле, а потом обвалять в сахарной пудре или просто посыпать сахарной пудрой, чтобы аппетитнее выглядели и слаще были. Гости из Кировской области предложили нам крупяные шанди и перепечи с пестиком. В сныть мы добавляем яички, ну и зеленый лучок. Тогда они получаются более такие, смешивая маслицем, получаются более пикантные. Ну а кош полевой или пестик тоже вкуснее, когда там тоже есть и яички, и сметанка. Сначала вкус кажется непривычным, необычным, но когда ты ешь, то привыкаешь, и это действительно очень вкусно. Крупяные шанди готовят на жидком тесте. В качестве начинки используют ячневую кашу, смешанную со сметаной. Готовят их в печи и подают горячими. На десерт блюдо из старинных рецептов под названием юача. Для приготовления понадобятся остатки топленого коровьего масла, яйцо, сода, сахар, соль и мука. Готовить пирог нужно в вольной печи, когда потухнет огонь на оставшемся жиру. Очень мягкое тесто, очень легко жуется и очень такой насыщенный вкус. Спасибо. По рассказам местных, побывать в Шарканском районе и не попробовать борщ – традиционный напиток, который по вкусовым качествам отдаленно напоминает теплый квас, нельзя. Готовится из пророщенной ржи, также в удмуртской печке, в чугунках или в глиняных чугунках, корчаках называется, или в металлических. И все, получается идеальнейший, сладкий такой густой напиток. Процесс приготовления длительный, около недели, но вкус получается насыщенный. Наша съемочная группа оценила все прелести гастрономического фестиваля, а гости на диете могли участвовать в мастер-классах и конкурсах.